Одной из причин большинства онкологических заболеваний является именно табакокурение. По данным Минздрава, оно вредит здоровью даже больше, чем радиация или уран. Согласно данным, за 2022 год 37 миллионов подростков всего мира являются постоянными потребителями табачных изделий. Показатели высокие и в нашей стране, причем распространение идет как обычных сигарет, так и электронных. Каждый третий становится из них курильщиком обычных сигарет. Что значит обычная сигарета? Это 4200 ядовитых веществ, и 200 из этих веществ являются канцерогенами, приводят к раку. В 2019 году было проведено исследование, участвовали все абсолютно школы Кыргызстана. Где-то 5600 детей по всему Кыргызстану принимали участие. Без учителей, анонимно, дети отвечали, что каждый пятый из детей, которые курят, пробовали до 7 лет. Табачная индустрия каждый год находит миллионы новых клиентов на смену людям, которые умирают или бросают курить. На сегодня в стране открыто продаются табачные изделия практически во всех местах. По этой причине Министерство здравоохранения стремится защитить молодежь от пагубного влияния табачной промышленности. Однако ведомство не может на законодательном уровне запретить продажу и потребление табака. Наша задача сегодня получается более освестить, более дать информацию о вредности, а каждый человек должен принимать свое решение. Мы можем контролировать только те объекты, которые мы контролируем, надзираем. То есть объект общественного запретить там можем, но выходя в другом месте, может быть, человек все равно будет курить. Поэтому сегодня задача в первую очередь дать правильную информацию, чтобы человек сам принимал правильное решение. Тем не менее, Министерство здравоохранения регулярно проводит разъяснительные мероприятия в школах, вузах и других общественных местах. Также, согласно новому требованию к знаку о запрете курения и никотина, в этих местах устанавливается новый знак запрета. Вместе с тем будут создаваться специальные курильни. 28 февраля законом номер 61 были внесены изменения в этот основной закон. Там было внесено изменение о том, что должны быть выделены специальные места для курения, которые должны быть оборудованы в соответствии с санитарно-гигиеническими и противопожарными нормами. И, соответственно, в функции Кабмина мы должны разработать, это как реализация, реализация вот этого закона, мы должны разработать требования к местам для курения. Отметим, что ежегодно 31 мая отмечается Всемирный день без табака. В этом году он направлен на поддержку усилий, призванных защитить молодое поколение от вреда табачных продуктов. По данным Минздрава, этот призыв станет платформой для молодежи и активистов, чтобы они могли призвать правительство принять меры по ограждению молодых людей от манипуляций табачной индустрии. Ахмир Нурдинова, Инет Эргешева, Мадина Урманбекова, ЛТР Бишкек.